Всем привет, это Ирина Воскресенская, и мы с вами продолжаем печь капкейки на Mama's Lёд НН, который пройдет 1-2 июля в Нижнем Новгороде в парке Сормовском. Так что всех нижегородцев приглашаю. Я показала вам, как делать капкейки ванильные. Вот здесь очередная партия. Все приготовлено в точности так же, как и в том рецепте. Ссылку я дам внизу, чтобы, если кто пропустил, посмотрел. Вот чем мне понравился этот рецепт, что можно сразу приготовить на одной базе и ванильные капкейки, и шоколадные. В шоколадные я ваниль не добавляла, хотя кто хочет, может добавить, но я не добавляла. Можно добавить по желанию цедру апельсина. С шоколадом сочетается очень хорошо. Ну, у меня вот просто то же самое тесто, только без ванилина. Ваниль я использовала для ванильных капкейков с натуральным ванилью. Вот такой. Здесь будем добавлять с вами какао. Здесь у меня 2 столовых ложки какао и у меня вода. Вода кипяченая, холодная. Нам понадобится 1-2 столовых ложки. Ну, это в зависимости, как будет размешиваться какао. Ну и что нужно? Берем столовую ложку воды и начинаем размешивать. Нам нужно, чтобы получилась паста. Вот не просто какао-порошок добавить, а сделать из него шоколадную пасту. Воду потихоньку добавляйте. Сколько уж вот уйдет, мы посмотрим. Но у нас должна получиться хорошая паста. Паста готова. Она довольно густая. Лишней влаги здесь не надо. И сейчас вот эту пасту шоколадную мы будем отправлять к нашему тесту и миксером все размешаем с вами. Вот на глазах у нас тесто делается шоколадное. Пройдемся по краю. Тесто у нас стало шоколадным, вы видите. Сейчас еще разочек я проработаю миксером. И будем выкладывать с вами в капсулы. Такое шоколадное тесто. Шоколадных капсул у меня получилось 15 штук из этого теста. Если у нас ванильных было 14, то здесь за счет того, что мы добавляем какао и жидкость, увеличивается на 1 штучку как раз прям. Выпекается также 180 градусов вверх-вниз 20-25 минут. Пока у меня выпекаются капкейки, я хочу показать вам, как они хранятся. Значит, большое количество, когда заказывается, я их выпекаю, остужаю на решетке, потом остужаю вот так вот наверху, ну просто, вернее, не наверху, а на полке, без всего. Когда они хорошо уже остыли, я их запаковываю в икеевские пакеты, они у меня тут по 9 штук. Вот эти пакетики, если там, например, у меня хранятся 3-4 дня, им 2-3-4 дня, им ничего не бывает, вообще отлично, это уже проверено. Если больше, то вот эти пакеты у меня потом пойдут в морозильник. И за день до того, например, утром я их вытаскиваю, вечером их уже можно сначала в холодильник, потом я их вытаскиваю где-то хотя бы на полчасика, чтобы они у меня на столе постояли, и уже можно их начинять и украшать. Абсолютно свежие, но надо все делать поэтапно и быстро довольно-таки. Вот, не задерживаясь. Вот. Белые у меня уже готовы. А сейчас мы с вами выпекаем шоколадные. Вот, у меня лежит брак. Да. Я
оставляю только те капкейки, которые мне нравятся, которые аккуратные, ровненькие. Бывает так, что брак или вылезает начинка, или мне что-то не понравилось, и я складываю, это едим мы. Вот, накопилось, надо отвезти своей сестре, маме, своему сыну, пусть кушают. Потому что для клиентов должно быть только самое лучшее. Красиво, аккуратно. Вот такие красавцы у нас получились. Видите, очень удобный рецепт. Я давно такой искала, что можно сразу делать и ванильные, или классические, и шоколадные. Потому что клиенты очень часто просят капкейки в одной коробочке, чтобы было два вкуса. Ну, а мы с вами продолжаем выпекать для мамы слета на 1-2 июля в Нижнем Новгороде, а потом мы будем с вами их украшать. Так что пока-пока и до новых встреч, когда я буду украшать эти капкейки.